Упрощенная процедура получения крымчанами справки о рождении украинского образца позволяет получить этот документ всего за несколько дней. Так заявляют в Министерстве юстиции Украины. Раньше на это уходило несколько месяцев. Механизм исключил из цепочки инстанции апелляционный суд, а районные суды и ЗАГСы обязал рассматривать заявление немедленно. Наши журналисты прошли весь путь вместе с крымчанином, который приехал в Киев получить свидетельство для сына, родившегося уже в оккупированном Крыму. Что из этого получилось? Смотрите в сюжете. Крымчанин Эдем, он попросил не показывать его лицо и изменить имя, женился уже в оккупированном Крыму. Осенью прошлого года у него родился сын. В Украине он нашел работу и решил переехать вместе с семьей в Киев. Но свидетельства о браке и рождении ребенка, выданные на полуострове, не признают на материке. Для перемещения его, допустим, выезда на территорию другого государства мне нужно документ украинского образца. Мне нужно, необходимо для трудоустройства, и чтобы семья находилась со мной. Потому что по-иному варианта нету, чтобы семья находилась там, а я здесь. Захватив документы, выданные российскими властями, Эдем направился к ближайшему районному ЗАГСу. Добрый день. Подскажите, к кому можно обратиться с вопросом? Все, даем вам отказ, даем вам направление в суд, вы идете, подаете. Как только будет судебное решение, мы сразу исполняем. Через полчаса Эдем вышел с двумя отказами. Следующий пункт назначения – суд Соломенского района. Желание Эдема получить еще и свидетельство о браке сотрудников суда удивило. С таким здесь еще не сталкивались. Прошу просто, честно, первый раз сталкиваюсь з таким, що там факт народження і факт смерті нам вже такі заяви подавали. Ми таке вже знаємо, як робити. Перша справа така ваша. Що стосується реєстрації шлюбу, я чесно говорю, не знаю. Эдем решает проконсультироваться с юристами и отправляется в Крымсоц. Там выяснилось, что в украинском законодательстве для получения свидетельства о браке нет таких процедур, как и для свидетельства о рождении. У Эдема есть два варианта – либо затевать судебное разбирательство, либо заново жениться на материке. Но отсутствие украинского брака не помешает ему привезти ребенка в Киев. В свидетельстве о рождении прописываются биологический отец и мать. Поэтому и плюс у нас на территории Украины действует и в правовом поле этот гражданский брак. То есть дети, рожденные в гражданском браке, они, по сути дела, тоже рождены в браке. Эдем решил на время от этой идеи отказаться. Это усложняет ситуацию после общения с компетентными лицами по этому вопросу. Оно меня ни к чему не обязывает, по сути. Я думаю, что этот вопрос можно будет решить по истечении определенного времени. То есть это может быть через месяц-два, то есть это не принципиально важно уже. Эдем вышел от юриста, когда рабочий день подходил к концу. Подавать заявление в суд он решил на следующий день. Во второй день Эдему только это и удалось. Заседание суда состоялось на третий день. Он оказался последним в эпопее. Эдем с украинским свидетельством теперь может отправляться за семьей на полуостров. Правозащитники утверждают, что сделать это можно было бы еще быстрее, если бы ЗАГСы имели право сами, без суда, принимать к сведению информацию из документов, выданных в Крыму. Ведь таких проблем с документами, выданными на территории Российской Федерации, не возникает. Роман Спиридонов, Ислам Пинка, Заман, АТР.